Приветствуем радиослушателей, настроившихся на самую крымскую волну в эфире радио Крым Реалии. У микрофона Татьяна Курманова. Сегодня, как обычно, вас ждут последние новости и интересные темы. Как обычно, вы можете звонить в наш эфир, высказывать свое мнение и задавать вопросы нашим экспертам. Набирайте номер телефона 8 800 10 06 926, если вы находитесь в Крыму, и 044 490 29 05, если вы на материковой части Украины. Тема дня. Сегодня будем говорить о том, почему российские силовики в Белогорске арестовали крымско-татарского предпринимателя Рисуля Велиляева, с какой целью бизнесмена вывезли с полуострова и этапировали московское СИЗО Лефортово, и является ли ситуация с Рисулем Велиляевым очередным актом запугивания в Крыму. Все эти темы обсудим в ближайшие 25 минут после того, как в нашем сюжете расскажем подробнее о том, кто такой Рисуль Велиляев. Крым в центре внимания. 2 месяца в московском СИЗО Лефортово проведет крымско-татарский бизнесмен Рисуль Велиляев. О его этапировании на территорию России сообщила крымская журналистка Лиля Буджурова. По ее словам, Велиляеву вменяют статью 238 Уголовного кодекса России – производство, хранение либо сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности. Очень нестандартная даже для Крыма ситуация. Отправили его в Лефортово. За что? Вы не поверите. За найденные якобы в принадлежащем ему магазине просроченные продукты. И такого рода злодеяния, которых, если они действительно имели место, в каждом супермаркете и каждом полуподвальном гастрономе хоть пруд пруди. Компетенции только московского суда. Понятно одно, никто сегодня в Крыму не может себя чувствовать в безопасности. Ни стар, ни млад, ни богач, ни бедняк, ни здрав, ни хвор. И это самый главный месседж, который нам всем отправлен. Рисуль Велиляев известен на полуострове как бизнесмен и меценат. Его дистрибьюторская компания «Крымопт» работает на полуострове с 1997 года. Кроме того, Велиляеву принадлежит торговая сеть «Гузель». Также он был депутатом Верховной Рады Крыма 4-го созыва. В 2010 году избирался в Белогорский районный совет. Был делегатом Курултая крымско-татарского народа. Но после аннексии Крыма прекратил политическую деятельность. В 2003-м Велиляев создал благотворительный фонд имени крымско-татарского поэта и ученого Бекира Чобанзаде, а также инициировал установку ему памятника в Белогорске. Фонд выделяет средства на стипендии одаренным детям, занимается обеспечением больниц и школ, поддерживает крымско-татарскую культуру. 26 апреля российские силовики провели в Белогорске массовые обыски в домах и на объектах, связанных с Велиляевым. Следком России начал расследование якобы из-за нарушений требований безопасности на предприятиях. Трансляцию с места событий в тот день пытались вести участники движения «Крымская солидарность». Периодически у активистов возникали конфликты с сотрудниками ОМОНа, которые запрещали им снимать. Позже прекратить видеосъемку попросил сам Рисуль Велиляев. Давайте так, не снимайте, езжайте, и мы тут с вами разберемся. Хорошо? Хорошо. Давайте сверните. То есть вам не угрожают? Нет, мне не угрожает, у меня все нормально. Единственная моя просьба, ребят, чтобы не было, и мы здесь разберемся. После обыска Рисуля Велиляева и директора его компании Али Бариева увезли на допрос в Симферополь. В комментарии «Крым Реалии» программный директор Крымского дома Али Малиев рассказал, что считает дело Велиляева политически мотивированным. Успешный человек – это тот, который имеет материальный достаток, и тот, который готов им жертвовать во благо народа. Часто среди таких людей называли Рисуля Велиляева, который поддерживает сохранение и развитие казахстанской культуры, образования, науки через различные проекты, а также духовности. Он построил одну из самых красивых современных мечетей в Белогорске, откуда он родом. И когда я читаю новость о том, что он находится в тюрьме в Лефортово, я прекрасно понимаю, что это не тюрьма о гнилых помидорах, да, в которых его сейчас пытаются обвинить. Это тюрьма о вот этой кощунственной машины репрессий, которая существует сейчас в России. Для России, для оккупационной власти в Крыму, сохранение национальной идентичности крымских татар – это вопрос российской национальной небезопасности. По мнению историка и писателя Гульнары Абдулаевой, причиной ареста Велиляева мог стать его бизнес. Честно говоря, я так лично близка не была, знакома с этим человеком, но, конечно же, мы знали его все по Крыму. Это действительно был человек, которого можно было назвать
смело меценатом. И деньги он, в общем-то, инвестировал в разные проекты достаточно много. И, в принципе, и очень много он помогал людям. Я так думаю, политическая подоплека определенная есть, но, наверное, все-таки это больше связано 50/50 политика, 50/50 бизнес. Потому что наверняка кто-то положил глаз на его бизнес, это может быть как один из вариантов, да, но с другой есть предположение, что возможно, он там помогал финансово людям, которые сегодня, которых мы называем политзаключенными, которые в Крыму находятся, оплачивал там услуги адвокатов. Это возможно, то есть это не доказываемо, но вполне вероятно. Глава Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров назвал действия российских силовиков продолжением репрессий против крымских татар. Крым в центре внимания. В эфире радио Крым Реалии. Сегодня говорим о том, почему российские силовики арестовали в Белогорске крымско-татарского предпринимателя Рисуля Велиляева и почему его отправили в СИЗО Лефортово в Москву, если инкриминируют статью о нестандартном хранении продуктов. С нами на связи активист крымско-татарского национального движения Нариман Джилял. Доброе утро, Нариман. Доброе утро. Для наших слушателей расскажите, чем все же известен Рисуль Велиляев на полуострове, да, и насколько значима его фигура, и насколько был успешен его бизнес? Следует сразу подчеркнуть, что Рисуль Велиляев действительно один из крупных крымско-татарских бизнесменов. То есть среди крымско-татарского народа это достаточно известный и благодаря, в принципе, финансовому состоянию и благодаря тому, как он его тратил, а именно выделял часть заработанных средств на социальные, культурные нужды и так далее, это очень известная фигура. Хотя, конечно же, сказать, что это самый богатый человек, абсолютно нельзя. Но среди крымских татар есть небольшое количество, скажем так, людей-бизнесменов, которые, на устах, скажем так, у большинства людей, то есть достаточно известны. В свое время это был Ленур Ислямов, когда он занимался бизнесом, поддерживал телеканал АТР, вкладывался в проекты, в частности, в снятие первого крымско-татарского фильма «Хайтарма». Это был и Рисуль Велиляев, и можно назвать, наверное, еще пару фамилий. Поэтому действительно арест и вообще вся ситуация, происходящая с Рисулем Велиляевым, она вызвала очень широкий резонанс. Тем более, что в последние годы он вел себя достаточно спокойно, имеется в виду, ни в каких авантюрах не участвовал, в политике замечен не был, а исключительно его имя всплывало в средствах массовой информации как мецената, человека, который тратил средства на культурные или социальные проекты. Самый известный, уже говорили у вас в эфире, это поддержка фонда Бекира Чубанзаде, который в целом занимался выпуском литературных произведений, проведением конкурсов и так далее, и строительство мечети в городе Белогорске. Наверное, самые такие значимые проекты. Поэтому причин очень много, хотя, вы знаете, с российскими силовиками очень сложно. Мы до сих пор можем гадать над тем, зачем пытали Рената Параламова. Понять сложно вообще-то, да, почему именно он. Или почему проходят обыски именно в этом доме, а не в том. Тоже такая логика вроде присутствует, но между тем возникает вопрос, а почему есть более очевидные фигуры, у которых могли бы силовики проводить какие-то акты устрашения. С Рисулем Велиляевым вроде и есть логика, и в то же время непонятно, почему с ним таким образом поступают. Ему инкриминируют сейчас 238-ю статью, да, это нестандартное хранение продуктов. Когда проходили обыски, именно об этом шла речь, если вам известно, возможно, либо уже было после принято решение возбуждать дело именно по этой статье, не совсем стандартное, да, для этой ситуации? В принципе, с самого начала, да, когда проводили обыски и в дальнейшем задержание в Следственном комитете, когда он находился, по нашей информации, действительно ему официально предъявляли 238 статью, точка 2, часть 2. Это те же деяния, совершенные группой лиц и так далее.
Действительно очень смешно выглядит вот весь этот цирк из-за вот такой статьи, да, ну, хранилось там что-то, если даже, не доказано, кстати, да, если даже там что-то хранилось и так далее, то, как бы, ну, зачем аж таким образом это все производить, наполнять целый город силовиками, разными подразделениями, и машинами и тому подобными вещами. Поэтому у людей сразу же возникли вопросы и подозрения, что это всего лишь как бы прикрытие. На самом деле Рисуля Велиляевой якобы преследуют по каким-то иным основаниям, а не по таким, да? Потому что, как верно написала Лиля Буджурова у себя в посте, которую вы цитировали, что, ну, в любом магазине можно найти там какую-то продукцию, которая не соответствует или качеству, или условиям хранения и так далее. И это, в принципе, решается совершенно иными способами, без вот таких войнушек. Ситуация вот очень сложная и непонятная, исходя из этого. Более того, вызвало вопросы то, кто проводил обыск, то есть протокол обыска подписывал следователь отдела следственного управления, связанного с преступлениями, направленными или совершенными в случаях там использования запрещенных методов войны там, и так далее. То есть какой-то исследователь там не совсем подходящий был с этой точки зрения, то есть не по борьбе там с экономическими преступлениями, а какие-то уж очень там смахивающими на военные или там какие-то другие преступления. Активист Крымско-татарского национального движения Нариман Джилял с нами на связи. Оставайтесь, пожалуйста, примем звонок от нашего слушателя и продолжим интервью. Здравствуйте, как вас зовут, откуда вы и ваш вопрос? Здравствуйте, это с Белогорского района звонок. Значит, никто не умаляет заслуги Велиляева. Вот, он очень много построил в Белогорске, и меценат, и так далее, и так далее. Но как силовики, значит, утечка информации, что в его красивой мечети нашли оружие. Вот. А главное то, что он, значит, наши деньги, которые мы покупаем у него товары, он переправлял на Украину для поддержания Чубарова, Джемилева и Ислямова. А откуда у вас информация, откуда вы услышали информацию об оружии в мечети? Это вы в СМИ прочли? Значит, это люди близкие, значит, вхожие к силовикам. Спасибо большое за мнение. И я напомню, наши номера телефонов 8 800 10 06 926, если вы в Крыму, 044 490 29 05, если вы находитесь на материковой части Украины. С нами на связи активист Крымско-татарского национального движения Нариман Джилял. Вот такое мнение имело место быть. Как вы его прокомментируете? Вы знаете, любой бизнесмен, в том числе Рисуль Велиляев, это не обязательно белый пушистый человек. То есть это обычный человек, который может совершать разные поступки, иметь как друзей, так и недругов, тех, кто его благодарит, и тех, кто на него обижается. Но вот подобных утечек информации я вам могу называть каждый день по 20-30 штук. Я не думаю, что данный человек был настолько неосмотрителен, глуп и так далее, чтобы содержать, там, допускать в мечети оружие и так далее, и так далее. Более того, если подобное имело бы место, почему ему не предъявляют хранение, распространение или чего-то там оружия, участие в каких-то там вооруженных нападениях или там финансирование вооруженных людей и так далее. Ну, как бы вменяют вину хранение, там, сбыт, производство и так далее какой-то испорченной продукции. Ну, сейчас подобных слухов будет очень, я думаю, много, и, естественно, силовики обязаны как-то объяснять свои действия. Это еще раз, если даже подобные слухи где-то кем-то и распространяются, это как раз-таки и говорит, что истинные причины происходящего с Рисулем Велиляевым совершенно иные, и цели, которые преследуют российские силовики, совершенно иные, нежели те, которые они официально декларируют, вот, арестовывая его по уже названной статье.
Поэтому как бы где доказательства, что он куда-то какие-то деньги передавал, что где-то кому-то указывал хоронить там где-то что-то и так далее. Пока нет доказательств, хотя бы каких-то косвенных, но все это абсолютные слухи. Активист крымско-татарского национального движения Нариман Джилял, попрошу вас по-прежнему оставаться на связи. Есть у нас еще один звонок от слушателя. Здравствуйте. Есть у вас возможность высказаться в нашем эфире. Добрый день. Я сам из Крыма и прекрасно представляю себе ситуацию. Там на каждый квадратный сантиметр крымской земли максимальное количество силовиков. Данные структуры хотят иметь масло с хлебом, иметь возможность, как говорится, заработать себе премии, звездочки и звания. Как говорится, выбили Хизбут-Тахрир, выбили Джемат Ислами, теперь Иш-Зор, они обращают на людей, которые более или менее представляют для них потенциальную опасность. Далеко идти не надо. Даже если едешь в свадебном кортедже с татарским флагом, это уже является объектом их повышенного внимания. Спасибо. Спасибо вам большое. Звоните в наш эфир 8 810 06 926 044 490 29 05. Нам важно ваше мнение. С нами на связи активист крымско-татарского национального движения Нариман Джилял. Вот наш слушатель сейчас указал о информации, которую мы также рассказывали в нашем эфире, о задержании кортежей с национальным флагом, ну и о обысках постоянных и проведении в крымско-татарской среде, собственно. Важные события, спорные заявления, последние новости, горячие темы. Все это в прямом эфире с 7 до 10:00 в эфире самого крымского в мире радио. Радио Крым Реалии. В эфире радио Крым Реалии, у микрофона Татьяна Курманова. Напомню, сегодня говорим о задержании крымского предпринимателя Рисуля Вилиляева. И напомню, что ему инкриминируют статью 238 «Нестандартное хранение продуктов». И несмотря на такую квалификацию статьи, Рисуль Вилиляев сейчас находится в СИЗО Лефортово. И на днях суд определил ему 2 месяца ограничения свободы. С нами на связи глава правления Крымско-татарского ресурсного центра, член Меджлиса крымско-татарского народа Эскиндер Бариев. Доброе утро, Эскиндер. Доброе утро. С чем вы связываете задержание Рисуля Вилиляева и с какой целью его нужно было вывозить с полуострова в СИЗО Лефортово? Почему-то в Москву вывезли его. Но я думаю, что, на мой взгляд, 4 цели я могу обозначить. Почему все-таки оккупанты арестовали Рисуля Вилиляева и Али Бариева. Но я не буду уже повторяться. Я так понимаю, уже речь была о том, что в день именно 26 апреля были обыски на 33 объектах. Угу. И в доме, в том числе у семьи Вилиляевых, сестры, брата и так далее. На мой взгляд, первое, это все-таки, опять же, очередная акция запугивания крымских татар. Ведь Рисуль Вилиляев и Али Бариев, они не имели никакого отношения и не имеют к Хизбут-Тахрир, их нельзя обвинить в причастности к Хизбут-Тахрир. И в том числе их даже нельзя, обвинить в причастности к Меджлису крымско-татарского народа, потому что это бизнесмены, которые не были в составе Меджлиса и даже не являются делегатами Курултая. Поэтому я считаю, что мы являемся свидетелями новой волны репрессий по так называемому делу крымско-татарских предпринимателей. Вторая цель, на мой взгляд, это давление на крымско-татарский бизнес, потому что допустим, на примере Рисуля Вилиляева, это он не только, его бизнес, это не только торговая сеть по всему Крыму и 1000 рабочих мест. Это 1000 предпринимателей, представителей малого и среднего бизнеса, которые приобретают товар в Крымопте для ведения собственного бизнеса. И, на мой взгляд, это связано с тем, что в большинстве своем крымские татары не работают в муниципальных или в государственных структурах оккупационной власти и в основном существуют и кормят свои семьи за счет малого бизнеса. И я думаю, что это удар по социально-экономическому положению крымско-татарских семей, проукраинских семей. Это посыл крымско-татарским предпринимателям, потому что это один из самых ведущих предпринимателей среди крымских татар, и создание невыносимых условий проживания на родной земле для того, чтобы продолжить процесс выдавливания крымских татар с Крыма.
Третья цель, на мой взгляд, это удар по крымско-татарской идентичности. Потому что Рисуль Велиляев, он известен на полуострове как меценат, который профинансировал строительство мечети. За собственный счет построена одна из самых красивых мечетей в Крыму, в Белогорске. Это человек, который является основателем фонда имени Бекира Чабанзаде еще с 2003 года. И на протяжении всего этого времени он финансировал стипендии, финансировал исторические, литературные, языковедческие исследования в Крыма и крымских татар. Поэтому мне кажется, что как раз-таки это очень такой вот сильный удар по крымско-татарской независимой, скажем, исследовательской работе в области литературы, языковедения, истории. Ну и четвертое, это то, что все-таки оккупационную власть раздражает консолидированность крымско-татарского народа, и то, что есть взаимная поддержка по покрытию штрафов, помощь детям политзаключенных, поддержка малоимущих. И вот я думаю, оккупационная власть пытается наносить удары по крымско-татарским предпринимателям, чтобы с одной стороны, ищут поиск финансирования, источников финансирования, с другой стороны, чтобы максимально ударить по бизнесу, который может финансировать или помогать, скажем, именно вот семьям, которые остались без кормильцев. Но что касается вообще по той статье, почему его забрали в Лефортово, но я скажу однозначно, что Лефортово — это СИЗО ФСБ, туда попадают люди по обвинениям по таким страшным статьям Уголовного кодекса Российской Федерации, как терроризм, статья 205, измена Родины, 275, или шпионаж, 276. Поэтому я не исключаю, что сегодня оккупанты пытаются сшить или будут пытаться сшить какое-нибудь дело по финансированию, там, я не знаю, экстремизма или терроризма. Но во всяком случае то, что они вывезли двух наших соотечественников, предпринимателей в Лефортово, и с решением Московского суда 2 месяца они будут находиться там. Я думаю, это как раз-таки такой вот не очень хороший знак, на мой взгляд. То есть вы думаете, что статью 238 можно переквалифицировать в поддержку терроризма? Такие прецеденты были вообще? Я думаю, статья 238 это больше статья для того, чтобы была возможность, тем более часть можно было для того, чтобы просто задержать и дать основания для проведения обысков. Но это не есть основания для вывоза предпринимателей за пределы Крыма. И, как я уже сказал, в Лефортово забирают и находятся в СИЗО и люди, которым инкриминируют очень тяжелые статьи. Поэтому я бы хотел чтобы, возможно, было как-то ограничиться только подобными статьями. Но я думаю, что в этом они не до конца еще подготовили, но что-то там они творят, на мой взгляд. Поэтому я считаю, что все-таки должна быть активная реакция международного сообщества, правозащитных организаций, потому что мы являемся свидетелями того, как оккупанты пытаются уничтожить все крымско-татарское и уничтожить людей, которые, по сути дела, оказывали помощь и несли только пользу для общества. Сегодня они пытаются их просто уничтожить. Спасибо большое. Глава правления Крымско-татарского ресурсного центра, член Меджлиса крымско-татарского народа Эскендер Бариев был с нами на связи. Говорили о задержании и пребывании под стражей крымско-татарского предпринимателя Рисуля Велиляева. Напомню, ему инкриминируют нестандартное хранение продуктов. При этом он находится в СИЗО Лефортово. Это радио Крым Реалии. Звоните нам по номерам телефона 8 810 06 926, если вы находитесь в Крыму, 044 490 29 05, если вы на материковой части Украины.